Итоги работы за неделю подвели на совещании в правительстве региона. Здесь же наметили планы на будущее. Я выбрала литературу, потому что собираюсь поступать на факультет журналистики в Москве. Кто не успел, тот еще не опоздал. Это про ЕГЭ. Сейчас резервные дни. Сегодня сдавали географию и литературу. Декрет, масняна, декрет, не только мне, масняна, декрет. Сюда можно будет прийти всей семьей. Парк отдыха семейный возводят в городе Сунжа. 2 гектара радости и веселья. Уж закончилось летнее время, поделившись с нами красой. Всех деревьев зеленое бремя нынче вровень ложится землей. Своя строка, наполненная смыслом. Расскажем о члене Союза писателей России, юной Индире Эсмурзиевой. Флорбол в Ингушетии – игра новая, но уже полюбившаяся многим. На вид это тот же хоккей, только вместо льда игра проходит на площадке с резиновым покрытием. Региональный турнир по флорболу прошел на стадионе Магомеда Барчиева. Это новости 24. Добрый вечер. Ну и начнем наш выпуск с природных явлений, а точнее с последствий непогоды. Ветер, ливень и град, обрушившиеся на регион накануне, спровоцировали подтопление многоквартирных домов и дворов частных домовладений. Стихия нанесла ощутимый ущерб сельхозугодиям различных ГУПов республики. Как подсчитывали потери в ГУПе Асканов, расскажет наш корреспондент. Надо опять же анализ. Здесь выгодно ее косить ее или нет? Задисковать ее лучше или комбайнить сюда пустить? Минувшая пятница стала большим испытанием для аграриев из ГУПа Асканов. Это был обычный солнечный день, но уже в районе 5 часов вечера здесь разбушевался настоящий ураган с ливнем и градом, который уничтожил почти 30% озимой пшеницы. Местные работники со стажем отмечают, такой свирепой стихии здесь не видели уже очень давно. На моей памяти это впервые, чтобы вот такую площадь положила град. Здесь мы, в принципе, ничего не возьмем. Побитые колоски, обломанные, провисшие. Есть там часть у нас полей, которые сажали позже недозрелые. Там уже колосок сломан, он больше налива не даст. Поэтому это очень большие потери. Еще в прошлом году этот элитный сорт был специально закуплен в Краснодарской области и неспроста считается одним из самых качественных и дорогих. Оценивается 30 рублей за килограмм. Аграриями была проведена полная обработка пшеницы, сделана листовая подкормка. Директор ГУПа уже подсчитывает ущерб, нанесенный их предприятию. Мы исследовали все поля. Вот в данное время вот это поле 580 гектаров. С той стороны 280. И за каналом еще мы сейчас поедем, посмотрим. А в общем около 2000 гектаров. Стихия, которая обрушилась на регион на прошлой неделе, нанесла ощутимый ущерб многим сельхозпредприятиям республики. При Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона была создана специальная рабочая комиссия, в задачу которой входит провести тщательный анализ последствий природной стихии, рассчитать стоимость ущерба и найти выходы из сложившейся ситуации. Задействованы все службы федеральные, это Россельхознадзор, Россельхозцентр. Это станция агрохимической службы, это центр сельскохозяйственного консультирования. Комиссия будет смотреть, будет определять ущербы, нанесенные сельхозтоваропроизводителям. Дальше процедура идет, мы подаем документы, заявку на оказание помощи сельхозтоваропроизводителям Министерства сельского хозяйства России. В случае одобрения этой заявки республиканским аграриям будет оказана финансовая помощь для частичного возмещения ущерба сельхозтоваропроизводителям Ингушетии. Михаил Тангиев, Султан Булгучев, Новости 24. В Магасе на заседании правительства обсудили итоги работы за прошлую неделю и наметили планы на текущую. После доклада о профилактических мероприятиях по борьбе с вредителями сельхозкультур премьер Зелимхан Евлоев поручил создать рабочую группу для проведения комплексных защитных мероприятий, направленных на стабилизацию фитосанитарной обстановки. Обсудили также организацию санаторно-курортного лечения инвалидов и ветеранов. В республике из федерального бюджета выделены субвенции на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан.
В текущем году Минтруд Ингушетии сможет приобрести около 380 путевок на санаторно-курортное лечение, а также предоставит инвалидам возможность бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Евлоев обратил внимание и на благоустройство прилегающих территорий к учебным, спортивным или лечебным учреждениям. Также в ходе заседания правительства премьер-министр Зелимхан Евлоев заслушал отчет министра здравоохранения о лекарственном обеспечении больных. Поручению главы Республики Ингушетия Министерство здравоохранения будет проведен анализ сложившейся ситуации, которую и предлагается обсудить на сегодняшнем совещании. Очень коротко скажу, что реализация лекарственного обеспечения проводится по нескольким направлениям. Это первая категория граждан. Обеспечение лекарственными средствами отдельной категории граждан, которые имеют право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. Это программа дополнительного лекарственного обеспечения инвалидов. Федеральная программа ОНЛС. Второе. Это организация лекарственного обеспечения высокозатратных нозологий, федеральная программа 12 нозологий. И третье. Это организация лекарственного обеспечения граждан, подпадающих по целевым программам, но нуждающихся, не попадающих по целевым программам, вышеперечисленные, но нуждающихся в лекарственном обеспечении по видам заболеваний в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации. На наш взгляд, имеется несколько проблем. Одна из таких проблем – это то, что льготники, пациенты, отказавшиеся от федеральной льготы, их очень большое количество этих пациентов, тем не менее нуждаются в лекарственном обеспечении. И приходится изыскивать источники для их обеспечения. Это подобный случай далеко не редкость. Мы совместно с правительством и руководством республики по обращению Министерства здравоохранения Российской Федерации добились перевода трех из орфанных заболеваний. Это самые затратные заболевания, на которые уходят многие миллионы рублей. И из их перечня 3 заболевания переведены в федеральную программу, но мы считаем, что необходимо обращаться в Министерство здравоохранения Российской Федерации о том, чтобы изыскать возможность перевода всех орфанных нозологий на федеральный бюджет. Беговые, велодорожки, детская зона сразу с несколькими площадками, крытые навесы, пляж, пирс, зеленые насаждения. Вся эта красота под названием «Парк Семейный» появится в городе Сунжа. Проект финансирует меценат. Зона отдыха раскинется на территории 2,5 гектара. Все строительные работы завершат до конца лета. Репортаж Зелимхана Калоева. Сунжа – молодой город с населением около 70 тысяч человек. Здесь построен ряд соцобъектов. Есть школы, детские сады, фоки. Что касается сферы развлечений, то разгуляться негде, кроме Дома культуры и сквера на Центральной площади. Но теперь у сунженцев появится свой семейный парк. Его строительство профинансировал меценат, пожелавший остаться неизвестным. Место отдыха обещает быть красивым и интересным для посетителей. Парк раскинется на площади в 2,5 гектара. Закончить все работы планируют до конца лета. Строительные работы здесь начались этой весной. Здесь уже забетонировали участки под велодорожки и тротуары. Выполнены все точные работы нивелиром и геодезом. Рабочие в основном из числа местного населения. В этот парк будут ходить их родные, а это двойной стимул для строительства. Зона отдыха, тротуары же, скамейка же, так спортивный уголок за забором огражденный, да, калнахас, лишний наха, баргубоч, спортсмены, мотигяус, да, беговой, велосипедные дорожки, тоже спортсмены могут заниматься. Детские снаряды живут, уже для детей. Спортивный уголок, вот он огражден забором здесь полностью. Так, вот эти вот дополнительные дорожка, здесь будут установлены скамейка школы. Будущий семейный парк должен стать визитной карточкой города и местом качественного досуга горожан. Проект придуман так, чтобы здесь могли отдохнуть и взрослые, и дети. Декрет, масняна декрет, не только мне, масняна декрет. А вообще халха участвовали?
حلقة وصل متك خني دا центре парки юалчичи قمتك وصخنميات سنخوش أخذ بيرج ثاني أخذ سلو عد وأخش له سلو عد не только бирж мы тоже будем отдыхать тоже سلو عمتي قرطون ديك خيط بيرجنا وين تحنا ديكي بارك ديكي خوز ماتيجي سلو ماتيجي خوز غوديج ناق وستل ديج وين ديك حجوك دال عند ديك موتيك ديكي ناق وستل ديك دو بارك ديكي А вообще только ешь? ده صدق ماتيجي واتج ما يعني بيرج دال خز سمو داق بيري موتيجي اتر هنس دال عند ديك واخد خوز موتيجي بارك هايلا يلچن Здесь сохранили все деревья, что прибавило работы, но это того стоило. Помимо прочего, в парке оборудуют пляж. Безопасности на водном объекте уделят особое внимание. Оборудованы специальные площадки пирс отдельный пост спасателей жлатышки до хамдасигиш хаквачи луч на хаквачим поболош отцов сахте сплачим баланс был нах луч еще отшибал нах чебул луч был отжи таганы оз МЧС колледжи ве юрт мархи вахз возглавляешь цуачи пост отдельно аутиген оз тоже был нах богу отжи хамар лилды дочь. Здесь будут спортгородки, развлекательные помещения и обычные ларьки с мороженым. Отдельный фронт работ предстоит и по озеленению площади парка. Спортивные площадки тоже вот бейсбол чины, гашлил бейсбол чины, лиспет коляска, хах бейсбол чины, масса тейпа, гант и стол, толки или сага езжу, оплачем бейсбол, оплачем болушку. Построят также прочные, практически бронированные стеклянные навесы, которые станут укрытием отдыхающих в холодную погоду. Установят столы для любителей пинг-понга. Строительство самого парка и все виды досуга были согласованы с горожанами, учитывалось мнение жителей. Так что смело можно считать эту территорию отдыха народной. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Султан Булгучев. Новости 24. Сегодня стартуют резервные сроки для сдачи ЕГЭ. Первыми предметами идут география и литература. Завтра школьники будут сдавать историю и физику, 20 июня биологию, информатику и химию. И так до 1 июля. Всего по России сдадут более 80 тысяч человек. В основном это выпускники прошлых лет, желающие улучшить свой результат, плюс пропустившие или не завершившие экзамен в основной срок по болезни или другой уважительной причине. Тамара Хашагульгова продолжит тему. Если в основной период сдающих было более 2000, то в резерв на порядок меньше. В Назрановской школе среди экзаменуемых 20 человек, из которых географию сдают 3, а литературу 17. Хади Ваделова в их числе. Готовилась девушка усердно и долго. К ЕГЭ по литературе подошла со знанием дела и без лишнего волнения. Оно только мешает сосредоточиться, говорит Хади. Готовилась я достаточно долгое время. Решила я поступать на дизайнера, поэтому мне литература важна. Надеюсь на высокие результаты. И уповаю только на Всевышнего и надеюсь, я сдам. Легче сдавать, потому что уже как бы есть опыт, грубо говоря, сдавая другие предметы, уже привыкла. Тест по литературе состоит из 2 частей, включающих в себя 17 заданий. Чтобы преодолеть порог, экзаменуемым достаточно набрать 32 балла. В свою очередь, экзамен по географии включает в 2 раза больше заданий – 34. И здесь необходимо набрать 37 баллов. В резервные дни на экзамен пришли в основном те, кто не смог сдавать эти предметы по уважительной причине. Например, сегодня много тех, кто выбрал и литературу, и географию, но оба этих предмета были назначены в один день – 27 мая. Я выбрала литературу, потому что собираюсь поступать на факультет журналистики в Москву. Надеюсь, конечно, на хорошие баллы, не меньше 80, потому что я готовилась весь год. Надеюсь, что все будет хорошо.
ЕГЭ в резервный период проходит в штатном режиме. Соблюдается тот же порядок, что и всегда. Все посторонние предметы перед входом в экзаменационную стерильную зону оставляют на месте. Далее экзаменуемых сканируют через металлоискатель. Ничего не звенит, можно заходить в свою аудиторию с паспортом и ручкой. Главное, перед этим нужно посмотреть в камеру, которая распознает лица. Числа по 1 июля включительно у нас начинаются резервные дни. Здесь в основном выпускники прошлых лет и те выпускники, у которых по тем или иным причинам не получилось прийти на экзамен. В этом году никаких серьезных нарушений в пунктах сдачи не зарегистрировано. Сказывается сознательность выпускников и строгая организация самого экзамена. За порядком следит целая комиссия из наблюдателей. В принципе, тут никаких трудностей нет. Да, конечно, любой человек, он может где-то там ошибиться, там где-то какая-то волнуется. Это естественно, это нормальное состояние, но здесь для этого есть, мы, специалисты, которые где надо подскажем, где надо успокаиваем. Резервная волна государственного экзамена только началась. Завтра школьники сдают историю и физику. А итоги сегодняшнего тестирования можно будет узнать уже скоро. Обычно на проверку работы и утверждение результатов уходит порядка 8-12 дней. Тамара Хашагулькова, Джамалил Тамасханов, Новости 24. А в лагере «Нефтяник» летние каникулы проводят на всю катушку. Общение со сверстниками, развивающие игры, дружеская атмосфера. Что еще нужно для хорошего отдыха? Освежающий бассейн. Ну и он здесь предусмотрен. И так посменно до конца лета. Репортаж Идриса Ижеева. В летнем лагере «Нефтяник» веселье и хорошее настроение с раннего утра. В такие жаркие деньки бассейн – настоящее спасение. Поплавать и порезвиться с друзьями в теплой воде – любимое занятие отдыхающих. Футбол, рисование, шашки и шахматы. Здесь каждый найдет занятие по душе. Мне сейчас нравится и купаться в бассейне. Мы еще купаемся, танцуем, играем в футбол. Разные мероприятия, дискотеки, бывают концерты, еда хорошая, нас хорошо кормят. И больше всего нравится футбол. Воспитатели здесь не строгие учителя, которые зовут к доске, и домашнее задание здесь никто не задает. Для каждого отдыхающего за время, проведенное здесь, они становятся друзьями. Большое внимание здесь уделяют развивающим играм. Лучшее занятие – это игра в шашки, считает Индира Цичоева. Дети любят очень эту игру. Она развивает все-таки моторику рук, развивает память. И очень интересно, потому что они соревнуются друг друга. И я думаю, что и для ум развивается. Каждый день что-то новое. Мероприятия на самые разные темы в лагере проводят регулярно. Сегодня же организаторы решили дать детям проявить себя на сцене. Стихи, песни и танцы звучат под дружные аплодисменты зрителей. Наша лагерная смена будет сниться нам зимой. А когда дождемся лета, то вернемся мы сюда. Наша лагерная смена будет сниться нам навсегда. «Нефтяник» распахнул двери для воспитанников с начала июня. Здесь будут отдыхать до конца лета, а пропускать такие веселые занятия никто и не думает. Организаторы постарались, чтобы отдых детей проходил на самом высоком уровне. Лагерю уже 10 лет, это у нас уже 11-й сезон. Я помню, уже 6-е лето. Заехали наши дети 10 числа этого месяца. У нас сейчас находятся дети Сунжинского района и города Карабулак. Заявлено было 150 человек, заехало к нам 138. Дети наши занимаются по двум направлениям, так как мы находимся на территории Центра патриотического воспитания, то, конечно же, это именно военное дело, это и автомат, и стрельба, и противогаз, и оказание первой медицинской помощи. И так как очень много малышей, все-таки мы, конечно же, не обходимся и без развлекательной части. Это и рисование, и плакаты, и лепка, пластилин, и шашки, и шахматы, и, конечно, веселые старты. Летние сказки школьники будут вспоминать еще долго. Возможно, через год они вновь приедут в страну счастливого детства под названием «Нефтяник». Идрис Ижеев, Тамерлан Ужахов, Новости 24.
В свои 21 она стала членом Российского союза писателей. Ее талантом восхищаются многие. Участница и призер Межнационального фестиваля юных поэтов в Москве. Номинант Национальной литературной премии «Поэт года» и литературной премии «Наследие». Награждена медалью Маяковского. Все эти достижения принадлежат талантливой поэтессе Индире Эсмурзиевой. Ее стихи – это музыка, воплощение в слове человеческих эмоций. Где она черпает вдохновение и что для нее поэзия? Героиня сюжета рассказала нашему корреспонденту Светлане Томовой. По законам старушки природы колыхается лист на ветру. Он на грани коварной свободы, зацепившись, висит на суку. Уж закончилось летнее время, поделившись с нами красой. Всех деревьев зеленое бремя нынче вровень ложится землей. Красивая, талантливая и не по годам мудрая. Индира Эсмурзиева начала писать стихи в 17, но за несколько лет смогла удивить своим словом даже самого требовательного читателя. Началось все после поступления в Университет дружбы народов в Москве. Именно тоска по родным заставила взять в руки карандаш и начать писать. Это было первое долгое расставание с родителями. Я сильно скучала. И вот мое самое первое произведение как раз-таки посвящено маме с папой. Вот, вылилось оно в стихи. И вот этот сложившийся и собравшийся во мне эмоциональный резонанс, он должен был куда-то вылиться. Я очень рада, что он вылился именно вот в поэзию, в стихи. Опубликовать стихи я начала года 3 назад. Потому что первое время, любой автор, мне кажется, меня поймет, смущается, всегда боится показывать, бывает закрыт для критики, хотя это очень плохо. И вот года 3 назад начала публиковать, начала интересоваться другими поэтами современности, начала относиться к тому, что я пишу, более серьезно. Несколько лет назад она отправила свои стихи в Российский союз писателей, чтобы они смогли оценить ее творчество. В итоге не просто оценили, а приняли в свои ряды. Это и неудивительно, ведь поэт не дело, а призвание. И слагать стихи получается не у всех. На тот момент я уже выступала, у меня были некоторые публикации, некоторые выступления, награды. Я отправила стихи, рассказала о себе, им понравилось, они меня приняли. После этого начали сотрудничество. Они предлагали выступить там на турнире поэтов, участвовать в литературной национальной премии «Поэт года». Опять-таки вот публикация в антологии была их инициатива. Они предложили, рассмотрели стихи, одобрили. И вот таким вот образом я к этому пришла. Индира пропускает каждую строчку через душу. Ее творение – это часть жизни. И несмотря на то, что она учится, время для творчества у нее есть всегда. И что немаловажно, поэтессу поддерживает семья. Они и судьи, и критики в одном лице. По словам отца Ахмеда, он готов поддержать и морально, и материально, если чувствует, что это направление важно для его дочери. Ей это нравится, главное. Вот, она находит себя в стихах. Как отец я ей всегда говорю, что надо писать, чтобы словом тесно было, а мыслям просторно. Мне кажется, у нее получается. Буквально в прошлом году Российский союз писателей выпустил сборник под названием «Антология русской поэзии». Это серия книг, в которой публикуются произведения наиболее востребованных авторов современной литературы. Индира является самой молодой из всех в сборнике авторов. У меня все начинается с некой идеи. Вот, мне очень интересно бывает всегда думать, что представляет, допустим, какой-то определенный человек в определенной ситуации. Либо же даже, вот как в предыдущем стихотворении «Драма осени матерей», листья и деревья, что они чувствуют, когда листья опадают. Вот я размышляю на эти темы, и это все потом у меня переливается в стихи. Пишу я достаточно быстро, мне достаточно часа-полтора для того, чтобы закончить. Но это если небольшое произведение. А для поэм, конечно, нужно чуть побольше времени. И я заметила за собой, что вот это то самое вдохновение, о котором мы говорим, оно чаще всего приходит именно ночью. Каждый писатель по-своему черпает вдохновение, да и настроение всегда влияет на творчество. Она никогда не садилась за стол, чтобы что-то написать. Стихи не пишутся, а слагаются. И этот дар дается свыше, делится Индира. Но говоря о будущем, точно можно сказать одно. Свое творчество она будет только развивать. Мне хочется
во-первых, сохранить вот этот уровень высокой поэзии, который был задан в Золотом веке, в Серебряном веке. Сейчас я с многими современными авторами не согласна, потому что они как-то принижают вот это вот культурное достояние поэзии. Мне хочется вот этот уровень держать на высокой планке. И, может быть, я слишком амбициозно считаю, что мне это под силу сделать, но все-таки такая вера в себя есть, такие планы тоже есть. Мне хочется, чтобы вот этот 21 век, в коем мне довелось существовать, заполнился веком хорошей поэзии, качественной поэзии. И быть причастным к этому — это, конечно, большая честь. Поэзия. Для каждого она своя. Стихи читают, когда грустно, когда переполняют эмоции счастья, и в них объясняются в любви. Ведь творчество — это мастерство, которое нужно постоянно оттачивать. Индира Исмурзиева чувствует этот мир сердцем. Ее поэзия олицетворяет стойкость, чистоту и благородство. Ее первое издание выйдет в свет уже этой осенью. Тогда все желающие смогут соприкоснуться с ее талантом. Светлана Томова, Магомед Белокиев. Новости 24. С 6 по 8 июля Ингушетия встретит чемпионат СКФО по дзюдо среди мужчин и женщин. В турнире примут участие порядка 250 человек. Ингушскую школу дзюдо представят примерно полсотни спортсменов, которых отобрали по итогам республиканского чемпионата. В первый день соревнований, 6 июля, состоится церемония открытия, после которой поборются за награды турнира на татами выйдут дзюдоисты 3 весовых категорий и дзюдоистки 7 весовых категорий. Всего будет разыграно по 7 комплектов наград. Сегодня на стадионе имени Магомеда Парчиева прошел турнир по флорболу, посвященный Всероссийскому олимпийскому дню. Это разновидность хоккея. Играют на твердом ровном полу, бьют по мячу специальной клюшкой. Хороший вид активного отдыха. О нем подробно расскажет Идрис Ижиев. Сегодня на спортивной площадке особенно оживленно. Турнир по флорболу собрал десятки мальчишек со всей республики посостязаться за звание лучшего. Клюшки, мяч и хорошее настроение – главные атрибуты хорошей игры. Флорбол в Ингушетии – игра новая, но уже полюбившаяся многим. На вид это тот же хоккей, только вместо льда игра проходит на площадке с резиновым покрытием. Ну а суть та же, что и в популярных играх с мячом – как можно больше поразить ворота соперников. Первыми встретились команды Магаз и РЗ. Игра идет активно, неуступчивость в каждом стыке и жесткая игра на каждом участке площадки. Именно этим славится флорбол. Новая игра, развиваем ее в республике с 8 мая вот этого года. Кубок приурочен к событию Всероссийского олимпийского дня. Хотим немного порадовать детей, собрали 3 команды, проводим первый такой значимый турнир в республике и надеемся, что всем это понравится и все оценят этот вид спорта по достоинству. После жесткой игры судья просто не имел права не поставить штрафной. Удары по ногам и умышленная игра клюшкой по корпусу недопустимы. Мальчишки тренируются совсем недавно, однако очень быстро приноровились к сложной и контактной игре. Тренеры отмечают хорошую координацию своих подопечных и желание оттачивать мастерство. Сегодня я пришел играть за команду Магаз. Мы выиграли сейчас, и у нас впереди еще много игр. Сегодня я пришел поставить на воротах. Вратарь – один из самых важнейших позиций в флорболе. Я сегодня не пропустил ни одного гола и не планировал. Наблюдая за такой игрой, понимаешь, легкая победа не достанется никому. Впереди еще несколько встреч, после которых и определится победитель. Идрис Ижиев, Магомед Даскиев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.